Дорогие друзья, сегодня мы окунемся снова в культурологическую тематику. Гостья в нашей студии Анна Подобашева. Это многодетная мама, очень интересный человек, который много занимается с детьми, шьет, рукодельничает. И сегодня она гостья нашей студии и расскажет об очень интересном занятии, как создать своими руками ловца снов. Что это за изделие, для чего оно предназначено? Нам обо всем об этом поведает наша гостья. Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу вам рассказать на сегодняшний момент о ловце снов. Это оберег индейцев, которые окунаются в древнюю прям культуру, которые считали, что от всех невзгод и от страшных снов может спасти только этот оберег. Над кроватью детей вешалось это все, вешалось вокруг жилья, и вот внутри у нее была паутина. И вот через эту паутину не проскакивали злые мысли, злые духи, проходили только хорошие. Поэтому она состояла из ниток, деревянные использовали обручи, деревянные треугольники, и очень много было перьев. Я использую крючок и шерстяные нити, да? Шерстяные нити. Они могут быть не только шерстяными, они могут быть и бечевка, и все, что под руку попадается. Вот эта деревяшечка у нас, это вот для пяльцев, да? Да. Вот это вот можно они не приобрести. Не только для пяльцев. Есть много бамбуковые кольца, которые я чаще всего делаю из краснопрутника, заваривая в кипятке и сворачиваю несколько прутов в круглый обруч. Ну а вообще индейцы, надо сказать, что они использовали для этого ивовые прутья, начинали внутри уже плести паутину. Собственно говоря, вот эта паутина как раз-таки и является ловцом всего негатива, и в перьях, который приходит извне. В перьях запутывается все остальное. И в этой паутине тоже. Да, и ветер, который вот поворачивает его, чтобы он был в разные стороны, чтобы вот ловить именно весь негатив вокруг жилища и вокруг того, что люди спят. Так, вот вы сейчас очень ловко орудуете крючочком. Техник очень много. Очень много техник заплетания. Ну, в принципе, вот такая техника можно научиться по каким-то книгам. Да, мастер-классы в основном. Идет очень много, можно найти мастер-классов, которые вот там пошагово все прям рассказывается. Очень тоже такое занятие успокаивающее для меня, так вообще, что я вяжу с 4 лет. И это успокаивает, это очень развивает моторику рук. Можно этим заняться, допустим, и с детьми, а можно это предложить старшему поколению, да? Да, бабушкам, дедушкам. Ко мне очень часто, я работаю с библиотекой у нас в Табаге, и вот часто собираю девочек моего возраста и более старшее поколение. Интересно, и кто люди вышел на пенсию и всю жизнь работали, у них сейчас тяга к тому, чтобы что-то сделать новое. Потому своими что руками. Возможности, в силу работы или в силу того, что они растили детей, было некогда. Да, приходят с внучками, приходят с внуками, шум, гам, это так классно. Это так объединяет. Да. И в то же время какие-то и свои мысли одновременно, да, и они общаются. Медитация Люди происходит. Общаются, меняются энергиями, которые вот они приходят, у кого, как там, очень много разговаривают. Сейчас люди в основном же в гаджетах все. В Табаге есть, в Старой Табаге есть ансамбль «Зоренька», и там такие колоритные бабушки. Это здорово. Они прям такие, я прям их так очень сильно люблю, я очень много шила им костюмов, они выступают, но они уже совсем в возрасте сейчас, и они так хорошо собираются. И я иногда им даже завидую, потому что
Мы так, моего возраста, с девочками, с подругами, мы не можем так собраться. Они собираются, поют песни. Прям так прям красиво. К ним за стол, когда попадаешь, у них там все время стряпанное, все время все это, они пьют чай. Не все сейчас так общаются, дай бог, чтобы это было у всех. Это у нас основа будет нашей паутины. Это будет серединка, которую мы сейчас вплетем. Вот в виде цветочка получилось. Да, в виде цветочка. Ну, я так вижу, я так люблю. Я прям на ярмарке в День города в прошлом году прям дарила ребятишкам, детям прям дарила ловцы снов. Столько от них тепла. Вот это у нас будет сейчас вот прям в серединочку. У нас нити. Они более крепкие такие. То есть у нас ловец снов будет очень такой пестрый. Можно его сделать как-то в моно, да? В одном цвете. Вообще можно сделать как угодно. Ну вот я люблю вот цветные. Вот этот я люблю цветные. Они, мне кажется, более такие Яркие. привлекают более яркую такую энергетику. Я сама вся сейчас яркая сижу. Поэтому можно разными цветами делать. А так, в общем-то, вот эти вот ловцы снов очень часто можно встретить в любой сувенирной лавке. Да. Вот. Но можно ведь и не тратить свои деньги, допустим, а взять и приготовить своими руками. И это будет не то, что как бы дешевле обойдется, да, а именно теплее будет вот это изделие, и оно будет направлено конкретно на вашу семью, на ваше изголовье, на, допустим, кроватку ребенка, да, своего ребенка. То есть важно именно не в том плане, что там как бы не купить, а изготовить своими руками. То есть вы тем самым вложите себя, частицу себя, свои хорошие мысли именно в изготовление вот этого очень интересного оберега. Так вот вы продели в краешек, да, нашего цветочка, а потом начинаете закреплять. Да, и это вот будет все по кругу, разными нитями, можно с разной вообще длиною, чтобы внутри остался вот у нас. То есть вот именно как бы паутину мы сейчас будем плести сами своими руками. Да. А вообще интересно, у индейцев, у них почитается, конечно, вот паук. Считается, что это очень символ мудрости, символ такого, знаете, человека, который прожил очень большую жизнь, много чего повидал. И паук, конечно, очень-очень почитается. А паутина именно, вот как вы сказали, да, это плохие мысли и все такое нехорошее должно запутаться в этой паутине. Запутаться и не пропустить. А в центре, вот здесь у нас большие отверстия, через центр должны наоборот попасть в семью, к человеку, к ребенку, именно все хорошее, вот из космоса. Ну да, ветер, вообще стихии все, почитание идет стихии же, ветер, вода, там, земля, это все учитывается во всех, наверное, мне кажется. Ой, ну смотрите, как просто. Да? Можно взять вот любой кружок, вот такой вот взять в магазине рукоделия, а можно действительно взять прутик наших растений, да? Вообще очень подходит тальниковый, краснопрутник очень хорошо. Он эластичный весь, его можно прям завернуть как надо в 3 прута. Обязательно в 3 прута. Ну, не обязательно, ну вот чтобы была крепче было. Крепкая именно конструкция, которая, в общем, должна быть в форме круга. Почему круг? Оказывается, у индейцев тоже, вот я читала, да, что у них вообще жизнь –
это круговорот событий. То есть рождается ребенок, и он проходит по жизни по кругу и умирает потом, да, то есть замыкается. То есть жизнь – это вот некий круг, который проходит вот, любой человек. Поэтому и вот этот вот у нас талисман в форме круга. То есть, смотрите, вот наш цветочек, ну, который символизирует центр паутины, растягивается, да? Да, он растягивается. Мы еще сделаем саму паутинку во всем этом. То есть сейчас это основа паутины. Да. Поэтому, дорогие друзья, когда вы встретите паука, не надо их там пугаться. Вообще во всех культурах пауков не обижали. Да. Не обижали. Вот интересно, да? Да. Но, а у индейцев, ну, вообще это прям на самом почетном месте, конечно, паук. Вот, видите, Вот как у нас получилось? В центре. Да. Красота. Ой, красота. Разноцветные нити, мулине. У кого очень много вот этого добра, ни в коем случае не избавляйтесь, а можно вот превратить очень много куда можно хорошее, да, в превратить изделие. вообще. Мулине, кстати, вот у меня очень много было мулине, и я вот думала, куда ж приспособить. А вы попробуйте. Да, надо попробовать. Попробуйте, это такое. Обязательно я воспользуюсь нашим сегодняшним мастер-классом и изготовлю прям для всех своих домочадцев. Не будете думать, что в подарок подарить, потому что все, что сделано своими руками, это очень хорошие подарки. Это тепло. Это тепло. Да. Особенно... Это именно такие хорошие пожелания, да, когда ты изготавливаешь, конечно, ты думаешь прежде всего о чем-то хорошем. Для того, чтобы ловец во время ветра поворачивался в разные стороны и ловил именно вот что... Ой, ну настоящая паутина у нас. А еще же колокольчики вешают для того, чтобы слышать, чтобы хозяин дома слышал, если ловец висит над крыльцом, Так. чтобы хозяин слышал, что кто-то пришел. Кто-то пришел. Кто-то пришел. И вот малейшее дуновение ветра. То есть даже человек может не притрагиваться к этому ловцу снов, но вот весь поток, вот как он движется, да, воздуха, малейшее вот это вот шевеление, и, пожалуйста, сигнализация сработала. Возможно, и поэтому их обычно сейчас в привходе вешают, и все. Используется очень много всего чего угодно. Вешаются камушки, вешаются блестки. Все равно это сейчас украшение дома. Очень часто, очень везде встречается. Ну, в общем, это и украшение, и в то же, ну, мне кажется, все-таки это больше такой вот практический такой смысл, да, такой, ну, именно не то что суеверие, а нет, именно не суеверие. Все работает. Такой вот оберег, да. Обереги, вообще обереги, они все работают. И чем больше человек в них в душу вкладывает, тем больше они работают. То есть этого достаточно или еще нужно? Нет, этого достаточно. Можно сделать очень плотную, с разными рисунками. То есть можно заполнить вообще можно заполнить. Да, все это пространство. Но самый такой простой вариант, вот, допустим, вот, ну вот так вот, если, допустим, быстренько, да, в рамках нашей программы, времени нашей программы. Да. Так, а вот здесь везде можно навесить колокольчики, допустим, да, перья, сейчас какие-то. Еще перышки. Их тоже приклеивают или как-то? Их привязывают. Сейчас я все быстренько это постараюсь показать. Вот такие бусины можно использовать. То есть некоторые хозяйки думают: боже, сколько у меня хлама, давай-ка я избавлюсь. Они отовсюду отрезаны. А не надо. Да. Все нужно сохранять. Потому что вот раз и пригодилось. Ну, вообще, вот во всем этом торопиться вообще не стоит. Не стоит, конечно, да. Потому что действительно, когда вы делаете для именно вот такого плана, да, талисман для семьи, конечно же, спешка тут ни к чему. То есть нужно как-то
собраться с мыслями хорошими, сесть, приготовить выгнать весь негатив. свое рабочее место. Нельзя Да. с плохим настроением В попыхах садиться. вот это все делать. И как-то где-то вот, чтобы вас что-то угнетало в душе. Надо вообще все это как-то отодвинуть. Отодвинуться от всех проблем, как говорится, отстраниться, да, и собрать все хорошее и вложить вот в это свое изделие, которое будет иметь функцию такую, ну, защиту, в общем, будете организовывать для своего дома, для своей семьи. Люди больше думают, люди больше решаются на что-то. Творчество вообще, это же все связано у нас, нервные окончания. Моторика – это связано. самое важное, когда человек занимается именно чем-то, вот какой-то работой такой, что-то перебирает, что-то собирает, что-то шьет, бисероплетение, ну и там прочие Да. вещи, да? Да, прям. Вязание очень прям. И детки те, которые с ЗПР, ну, задержкой и все остальное, очень при этом раскрываются. И даже родители говорят таких детей обычно, что это благотворно действует на все и На весь дальнейшее. организм человека, да. Да. У нас в мозгу лучше проходят нейронная связь и все остальное, вот когда именно человек Развивает мелкую моторику Да. свою. А, кстати, я вот только что подумала, ведь недаром наверняка, да, допустим, какие-то народы, они же, мужчины, вязали и одновременно были воинами. скифы. Да, то есть как раз вот это их как-то вот гармонизировало, да? Первыми начали вязать викинги, которые были на кораблях. Они вязали из овечьей шерсти. Ну, не скуки ради, а именно... Нет, Да. себе свитера для того, чтобы, если даже шерстяной свитер становится мокрым, а мокрым он становился в любом случае, потому что на корабле, он греет. Даже мокрый. Даже мокрый греет. То есть видите, как вот мудрость народная. Да, он греет, и вот первые подлаты под все это, вот под кожу, под все, начали вязать первые викинги. И Именно они- из овечьей шерсти. Именно из шерсти, да. Из овечьей шерсти они вот вязали, потому что это тепло. Даже если там они куда-то попали в ледяную бурю там или что-то, все равно же на кораблях было всяко разное. Вот они начали первые вязать. Потом уже у них перехватили это женщины и стали вязать уже женщины. И уже потом просто вот монополия, как говорится, женская, вот это царство, да? Что это женщины только должны заниматься этим. Сейчас очень много возвращается к тому, что мужчины тоже этим занимаются. Ну да. А почему бы и нет? Да, очень много сейчас вяжут мужчины, и у них... Но перья можно использовать со своего хозяйства, допустим, Ну, если у вас есть вообще, куры, да. утки. Да, сейчас Ну очень- или можно вот купить Очень много в магазине, да, для продаются, рукоделия. цветные, красивые. Так, вы взяли кучку прям перышек. Да, они вот прям колоритные, прям Яркий такой будет. яркие, они Ловец еще снов. разные, А, они по фактуре разные. Все это вот, пер- слушайте-ка, ух, какие они пушистенькие. Мне кажется, это страус. Да. Да, очень, очень такой вот. Прям смотрите, как он Да, мне кажется, это страус. пушится во все стороны. А индейцы, когда изготавливали своих ловцов снов, они использовали нити из жил оленьих, то есть животных, ну не только оленьих, наверное, да, может из жилы другого животного, ну я так предполагаю. Вот. Ну, То есть- лошади у них также были лошади и все. Ну, жилы животных они использовали. Крепкие жилы, да. Потому что Но все-таки вот вся одежда у них кожаная, да, это и мокасины, это же из оленей шкуры. Вот. И прошиты жилами оленями. И они вот как свойство, да, и очень практично, удобно, экологично, то есть и не прям промокают. деревянные бусины у меня есть, которые
как раз. Вот, Сюда, деревянная, это вот такая она, значит, бусинка, как раз подойдет вот для этой кучки Да. перышек. Она их будет как бы сдерживать Вот и так. одновременно, ох, как красиво получилось, и придавать одновременно еще и вес, да? Да. Мгм. Ну, вот чтобы ветер играл, вот обычно Мгм. этот. Сейчас мы это все. Тут можно в хаотичном вообще порядке. Можно обвивать весь стволик. Весь вот этот. круг Да, этот. весь круг Мгм. прям. Можно делать сейчас очень много. То есть как ваша фантазия куда начнет двигаться, в какую сторону? То есть это абсолютно вещь такая, скажем так, сугубо индивидуальная Да. история, да? Да. То есть как вы хотите? Сейчас очень много делают древо жизни, Игдрасиль внутри этого круга, заплетая здесь род отца, здесь род матери. Много, очень много. Сколько перышек у нас должно быть на ловце снов? Как- Одна кучка или много? То есть Сколько угодно. Как хотите. Как хотите. вам? Сколько угодно это может быть прям. Ваше желание Да. именно, да? Да. То есть вот эти перья, они тоже опять-таки имеют цель привлечь и в то же время Да. м, Чтобы поймать в паутинку. Ветер гуляет, это все просачивается, переразворачивают ловца снов для того, чтобы он попал именно туда, куда ему нужно. Ой, вот интересно, слушайте, да, в моей семье, оказывается, не хватает вот такой вещи, которую я изготовлю своими руками дома. Делайте Вот уже по прям. мотивам нашей программы. Делайте прям, это очень завораживает, очень мне нравится. У меня даже У маленький. меня есть и мулине, и перышки, и всякие вот эти вот Хотите, я вам бусинки. еще вон цветных подарю? Нет, бусинок у меня очень много, тоже как бы от разных там украшений, которые я уже не ношу. Вот, и они как раз пригодятся вот в таком деле, очень нужном. Очень красиво. Еще у вас одна деревянная такая, это, видимо, Да. бусы были, да, какие-то? Нет, это бусинки. Я очень много вязала сумок. Таких вязаные были сумки с деревянными бусами. Ручки набирала. И вот у меня. Как получилось красиво. И вот они здесь пригодились, Да. остатки ваших бусин. Ну да. Ну, в общем, либо вот эти вот перышки, они пойдут по всему кругу вот этому, да, или же Нет. можно ограничиться? Нет, они нет, то есть- идут для того, чтобы они идут с нижней части до середины. Мгм. Сверху их не делают, потому что чтобы ветер когда дует, что вот они вот делаются именно оберегово внизу. Ну вот получается, что И вот этот оберег, он должен висеть не на стене, а Нет. где-то вот именно, чтобы как можно было больше проходимости воздуха, у да? меня, На потолке, с у потолка. меня на потолке. Подвес висит. нужно какой-то Да. специальный, да? У меня нет верхнего света, есть только боковой. А на люстру можно повесить? Можно. Ну вот, видите как, пожалуйста. Можно и на люстру повесить. То есть, чтобы, допустим, не штробить там, это же целое дело, да? Конечно. В деревянном доме там проблем нет, конечно. Можно раз и прибить куда-нибудь гвоздичек. А в каменном жилище тут уж надо Да, как-то. можно куда угодно. Можно возле окна куда-нибудь повешать, что как-то форточку открываешь, чтобы было ветерок. Мгм. Посмотрите, как изменится у вас Да, все. Обычно это очень хорошо работает. Мгм. Так что, дорогие друзья, можете попробовать по совету Анны, Да. да, и посмотреть, какие изменения произойдут в вашей жизни. Чаще нужно заниматься с детьми, это сближает. Сейчас в веру в это, то, что сейчас очень много люди работают, очень мало уделяют не то, что детям время, но и себе. Да. Поэтому коллективные, домашние. Ну, к сожалению, это вот примета времени. Я вот сейчас с удивлением вообще вот сейчас подумала, что, допустим, мои родственницы, которые очень хорошо вязали когда-то, вот, и они почему-то вот это свое занятие как-то приостановили. Они говорят, вот, мы не вяжем, потому что нет времени.
А оказывается, нужно как-то постараться снова вернуться к этим занятиям, Тут да? не дело времени, здесь дело доступности того, что сейчас есть. То есть, да, зачем мне сидеть и корпеть, допустим, над каким-то свитером, да, когда можно все это прийти и купить, заказать в интернете, вот 2 кнопки и пожалуйста. Да, ну сейчас очень много синтетики, которые, ну вот, например, мне не хочется на себя надевать. Мгм. Поэтому мне не хочется надевать на своих детей. Мгм. Ой, какие красивые у нас перышки. Это будет самая центральная часть, да? Мгм. Вот мы уже должны закругляться. Все, мы заканчиваем уже. Он может быть какой угодно формы, какой угодно расцветки, какой угодно это может сделать даже 3-летний ребенок. Мгм. Это такой оберег, который может сделать даже 3-4-летний ребенок. Главное внимание и общение в этот момент с детьми. Мгм. Ну и, конечно, если это маленькие детки, нужно обязательно соблюдать технику. Да, до 3 лет, чтобы ребенку объяснить, Под присмотром, что, да, да, обязательно. бусинки, потому Бусинки, что ножницы. ножницы. Мгм. Вот, друзья. Ой, браво, как здорово, как красиво, и это просто чудо, когда вот буквально из кучки материала получился у нас вот такой замечательный, очень такой хороший Да. оберег, талисман, который, да, Вот сегодня я вижу это так. здорово, очень Да. классно получилось. Анна, ну вы волшебница. Ну, я надеюсь, может быть, вам понравится еще что-то, можете меня еще разочек позвать. Очень здорово, очень красиво. Согласитесь, друзья. И Да. как мы сами убедились, сделать это совершенно просто. Необходимо просто выделить в своем очень таком напряженном графике время для себя, для своей семьи. Пообщаться с семьей. Да, это самое важное. Дорогие друзья, ну что, мы попробуем изготовить ловца снов своими руками?